Она не боялась прямо вот так говорить. Народная артистка Зиля Сунгатуллина говорит, сегодня не могла не прийти. Родом она из того же башкирского села, что и знаменитый драматург Наки Исанбет. А его дочь Йылдыз Исанбет для нее не просто учитель. Вся ее жизнь – образец профессионализма и служения своему народу. Легко получить зачет – это значит половину знаний не получить. И поэтому ей сдавать экзамен не так-то просто было. По 5-6 раз ходили к ней сдавать. Наверное, правильно, потому что все, что с ней было, вот эту музыку она и отложилась на века. Человек с уникальной памятью и настоящий интеллигент. Больше 30 лет Йылдыз Исанбет проработала в Казанской консерватории и по праву была главным музыкальным критиком своего времени, порой очень жестким. Йылдыз Накиевна запомнилась всем, кто сталкивался с ней именно как высочайший профессионал. Профессионал порой бескомпромиссный, готовый к резким суждениям, но она имела на это право именно потому, что ее знания, ее любовь к родной культуре диктовали ей необходимость быть до конца честной. Ей посчастливилось лично общаться с лучшими драматургами и музыкантами 20-го столетия. Отсюда во многом энциклопедичность ее знаний. В свое время она защищала кандидатскую на тему Муса Джалили «Татарская музыкальная культура». Она имела доступ к уникальным вещам. Она имела уникальное общение в семье. Заслуженный деятель искусств России и Татарстана Йылдыз Исанбет совсем немного не дожила до юбилея. В конце мая ей должно было исполниться 85 лет. Похоронили ее на Старо-Татарском кладбище. Там же покоятся Габдулла Тукай, Салих Сайдашев и Бакир Манче. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.